Ну что, поехали. Привет, девчонки! Говорить мы будем сегодня о мужской любви. На запись этого стрима меня сподвиг комментарий под моим постом. В одном из своих видео я говорила о мужской любви. Сказала о том, что мужчины не умеют любить. И получила очень много комментариев по этому поводу. Люди говорили о том, что да вы что, да мужчины же они такие прекрасные, они же такие замечательные, и любить они умеют. Смотрите, женщина не может чужих детей принять, а мужчина принимает чужих детей и любит чужих детей. Я хотела возразить, но так как ТикТок не дает больше 150 символов, чтобы развернуто ответить, и ответ в коротком видео на этот комментарий был бы не таким развернутым и не таким интересным, я решила посвятить этому целый стрим. Начнем с детей. Начнем с того, что далеко не каждый мужчина любит даже своих детей. Посмотрите, что происходит вообще на постсоветском пространстве. Мужчины бросают своих детей, и они вообще не интересуются своими детьми. Им не интересно, как мы этих детей будем кормить, всячески уклоняются от алиментов. Это сплошь и рядом. У нас даже уголовное наказание есть для тех, кто уклоняется от алиментов. И где здесь мужская любовь? Вряд ли вы увидите женщину, которая бросает своего ребенка, своего собственного ребенка. Я не говорю про каких-то маргинальных женщин, но согласитесь, это же скорее всего все-таки нонсенс, чем правило. А тем, что мужчина своего ребенка оставил, бросил и вообще не проявляет ни заботы, ни внимания никакого, этим никого, абсолютно никого не удивишь. И где же здесь мужская любовь? Где она тут? Ее здесь нет. Посмотрите, насколько мужчины негативно отзываются о женщинах с детьми. Вот это вот распространенное такое выражение, как РСП, разведенка с прицепом, как она характеризует этих мужчин? Согласитесь, ведь по большому счету, если очень цинично подойти к этому вопросу, то чужой ребенок это результат чего-то секса, да? Но не придет в голову ребенка чужого, даже абсолютно чужого, прицепом или каким-нибудь другим негативным словом. А мужчина, посмотрите, как это транслируется. И под каждыми моими постами вот это вот РСПшники, вот эти, это просто кошмар. Я, конечно же, это все удаляю, блокирую, потому что мне хочется все-таки видеть людей в мужчинах хотя бы иногда, хотя бы под своими постами. Вот вам доводы еще одни. Почему женщина не любит чужих детей? Наверное, потому что она не хочет брать на себя ответственность. Это точно так же, как и люди, которые заводят каких-то животных. Я всегда говорю о том, что если у вас дорогой ремонт, хорошая мебель, прекрасная атмосфера дома, вы аллергик, любите животных, не заводите их. И то, что женщина не берет, не так часто принимает чужих детей, говорит о том, что женщина все-таки любящее существо и более ответственное. А что мужчина воспитывает чужих детей, он воспитывает их чаще потому, что ему нужна эта женщина. Он таким способом просто женщину манипулирует и к себе привязывает. И очень часто происходит такое, что мужчина просил, умолял просто на коленях родить этого ребенка, женщину, которая не соглашалась, боялась, а потом через время он этого ребенка бросает и вообще забывает. И мы бегаем за алиментами, ребенок этот без отца растет. О чем это говорит? Это говорит о том, что мужчина и даже такое божественное существо, как дитя, использует в своих манипуляциях. Он использует это для того, чтобы привязать вас. Вот ты родила, ты сидишь дома, а еще когда у тебя ты обвешана детьми, там 3-2, ты не можешь работать, у тебя нет времени, ты уже меньше за собой следишь, а он пошел выступать. И это очень часто мужчины используют, и прикрываются они любовью к детям, всем чем угодно.
Точно так же, где мужская любовь, когда убрать вот это влияние социума. Но согласитесь, если мужчинам, ну, чисто гипотетически предоставить такую возможность, какой-то один день в месяц они могли бы насиловать всех женщин, каких хотят, им за это ничего не будет. Представляете, что бы творилось на улицах? Вы вряд ли бы вообще куда-то вышли. Это просто безнаказанность творила бы страшные вещи с мужчинами. То, что его сдерживает социум, это большое благо для нас. Согласитесь, женщина при такой дозволенности творить какое-то зло, какую-то дичь, вряд ли бы использовала, даже несмотря на безнаказанность ее. Потому что все же женщина – это существо божественное и прекрасное. И согласитесь, что женщину не нужно учить любви. Она уже с этой любовью родилась. Она любит, она уже даже нерожденного ребенка своего любит и обожает. Кажется, что там кусок мяса, кусочек клеток. И что это такое, как это можно любить? А мы уже можем, мы уже любим. У нас уже эта функция любви, безусловно, она в нас встроена. И много у кого я слышала таких историй, я думаю, что и вы неоднократно слышали, когда мужчина считает аборт, это прям какой-то, как вырвать зуб. Даже, наверное, зуб – это большая трагедия, а для женщины это уже большая трагедия и большая потеря. Где здесь мужская любовь? Ее здесь нет. Они нормально на это смотрят, нормально на это реагируют. И для того, чтобы любовь эту постичь, мужчине нужны какие-то духовные практики, какие-то там дзены они должны постигать, что-то учить, там изучать. А женщине этого не нужно. И поэтому меня очень удивляет, когда религия вот виноватит женщину. Потому что женщине религия не нужна. Ее придумали для мужчин. Потому что женщина уже этой любовью наделена, она уже любовь эту дарит и во всем видит любовь. Вот в этом женская сущность божественна, и этого нет у мужчин. Согласитесь, ведь мужчина, прожив женщину какое-то время, она растолстела, она там постарела, у нее там уже сиськи обвисли. Все, это уже другая женщина. А мы же хотим, чтобы нас любили вот нас, именно нас, такими, какие мы есть, такими, какими мы были вообще изначально. Но только женщина на это способна, потому что вот этот вот растолстевший, пузатый, не до что-то, да, лежащий на диване, когда мы выходили за него замуж, он был красивый, стройный, с прессом, а сейчас вот там такое огроменное пузо пивное. И мы все равно, это же наш Васенька, это же мой родной. И когда ты женщине говоришь о том, что посмотри, какое чмо у тебя рядом, она говорит, а ты помнишь, как он ухаживал за мной? Как же он за мной ухаживал в свое время? Очень красиво. И вот это девчонки страшно, потому что мы своих мужчин, своих мужей любим такими, какие они есть. Они толстеют, стареют, но они для нас не меняются. То же самое о мужчинах мы вряд ли скажем. Если ты плохо выглядишь, если ты менее востребована в мужском мире, если у тебя нет инструментов для управления мужчиной, то, конечно же, ты проигрываешь. И где же любовь? Любовь у него возникает, как правило, какой-то молодой писюхи. Да, вот здесь у них возникает обязательно любовь. Самое интересное, что мужчины путают половое влечение с любовью. И очень часто случается так, что вот у него там писька встала, и он побежал. Побежал далеко-далеко, и забыл он и детей, забыл он долг свой, вообще забыл все. И вот это вот я влюбился. Я влюбился, а отдавать себе отчет в том, что это не любовь, он не может. Потому что вот в этом есть их любовь. Мы говорим о том, что ну как же, мужчина же так любит, он же так переживает, он же переживает настолько, когда с женщиной расстается. Но поймите, что мужская любовь – это как любовь к айфону. Вот мы же тоже можем любить свой айфон. Мы можем его протирать тряпочкой, чехольчики красивые на него вешать. Можем прекрасно его там сушить, если он куда-то в мокрое место попал. Это сплошь и рядом происходит.
И, конечно же, кто-то может и повеситься из-за того, что он утопил iPhone в унитазе. Но это же какое-то все-таки психическое расстройство. Мы несоизмеримо больше женщина переживает разрыв отношений, разрыв каких-то даже тех же дружеских связей. Потому что для нас любовь, она совсем другая, не такая, как у мужчины. Мужская любовь – это прежде всего половое влечение, либо собственничество. И очень часто мы путаем собственничество с любовью, половое влечение с любовью. Это совершенно разные вещи. То, что мужчина говорит о любви, какие-то слова, какие-то романтические вещи делает, это все украдено у нас женщин. Они взяли этот инструмент и прекрасно им оперируют, отлично им работают. Смотрите, даже такое занятие сексом, да, вот это вот, мы говорим заниматься любовью. И мужчины прекрасно этим оперируют, во всех фильмах об этом рассказывают. Но вот женщина настолько божественное существо, она настолько из всего делает любовь, что даже секс – это занятие любовью. Смотрите, как устроена женщина. Ты даешь ей секс, она делает из этого любовь. Ты даешь ей деньги, деньги – это как бы такое считается грязная материя. Да? Она строит из этого, покупает какие-то прекрасные вещи, обустраивает дом. Буквально из всего может женщина сделать любовь. И точно так же мы делаем вот это существо, злобное мужское, делаем его человеком. И думаем, что он такой же, он тоже нас любит и тоже нас ценит. Но нет у них любви. У них есть подобие этой любви. И ничего страшного нет в том, что они не любят так, как мы их любим. Главное, чтобы они делали вид. Уже этого достаточно. Вот что я хочу донести женщинам. Я хочу женщинам объяснить, рассказать о том, как устроен мужчина, как с ним взаимодействовать, как им управлять и вообще, что это такое. Опять же, возвращаясь к любви даже к той же матери, да, как они любят матерей. Но посмотрите, какие есть истории в тех же тюрьмах, когда он там пил, мать избивал, а потом он сел в тюрьму и начинает петь песни: «Мама, кроме тебя нет никого», мать это превыше всего, ну, а по большому счету, ну, подонок же он, подонок. Я не говорю про всех мужчин. Есть мужчины вполне себе адекватные, вполне похожие на людей. Я всегда в своих эфирах говорю, что мужчина – это животное какое-то злобное, на которого надет костюм человека. И только в наших руках делать его человеком. Только мы делаем из мужчины человека. Об этом я постоянно говорю на своих эфирах, которые я провожу на канале Telegram. Приходите, пожалуйста, будет очень интересно. Темы постоянно новые. Эти эфиры проходят по вторникам и четвергам в 20:00. Я планирую также проводить эфиры в ТикТок по воскресеньям тоже в 20:00. Я очень рада новым подписчикам и новым зрителям. А теперь я готова отвечать на ваши вопросы. Сейчас только попью чуть-чуть. Итак, поехали. Здравствуйте, Оля. Очень рада, что успела на начало. Я тоже очень рада. Спасибо большое, что пришли мои зрители постоянно. Я уже вас узнаю, я вас очень-очень люблю. Добрый вечер, вы классно. Спасибо за комплименты. Итак, вопрос. Рассталась после 5 лет, ушла. Сперва было хорошо, но сейчас ломка, а у него их много сейчас. Вы поймите, что расставание с близким человеком – это очень болезненно для всех, для каждого, абсолютно любого человека. Это болезненное состояние. И ничего страшного в этом нет. Вы такая не одна, таких женщин много. И именно для таких женщин, вот я считаю, что моя целевая аудитория – это по большей части женщины после развода. Я очень хочу помочь таким женщинам. Я хочу рассказать им о том, что жизнь продолжается, несмотря на то, что вы развелись. Жизнь ваша не рухнула. Вы сейчас находитесь в том времени, когда мужчина – это не центр мира, и вообще вы не зависите от него практически. Поймите, что
Вы — это человек, и вы можете жить прекрасно. Вы прекрасно можете пользоваться мужчинами, прекрасно можете жить вне брака. И об этом, обо всем я говорю на своих эфирах. То, что вам больно, это нормально. Примите это как данность. Но поймите, что когда мужчина уходит из вашей жизни, когда он вас бросает, вы задайте себе вопрос не почему он это сделал, а для чего. Потому что у каждой женщины после развода может быть прекрасная жизнь, прекрасная карьера, прекрасные отношения, любовные, дружеские, какие угодно. У вас есть опыт взаимодействия с мужчиной, семейный опыт. Возможно, у вас есть уже ребенок. Вы уже все, вы уже и как женщина реализованы, и в отношениях были, и вы можете себе выбирать разные виды отношений. Не обязательно это брак, это может быть гостевой брак, это могут быть просто отношения любовные, дружеские, какие угодно. У вас вся жизнь впереди. Приходите на мои эфиры, там очень много информации. Также на канале, на моем YouTube, ссылка в описании, в шапке профиля вы найдете. Есть много-много информации, и будет еще больше. Приходите, слушайте. Я очень рада буду вам помочь. И именно для таких женщин я хочу вещать. Почему? Потому что женщина приходит в этот мир мужской, особенно после развода, как желторотик. Это настолько тяжело, когда ты не знаешь, как взаимодействовать с мужчинами, а они очень хорошо это все умеют. И вы говорите, что у него их много сейчас. Он для этого ушел, для того, чтобы реализовывать свою полигамию, чтобы было у него много женщин. Не значит, что это правильно, что это хорошо. Но у вас тоже может быть много мужчин, много поклонников, много различных ухажеров. Не обязательно со всеми спать. Я об этом тоже очень часто на эфирах своих говорю. Так. А мужчина чье существо? Ну, вы знаете, это как инь-янь, да, божественное и, наверное, демоническое. Мир гармоничен, и Бог тоже создавал и женщину, и мужчину для того, чтобы они как-то взаимодействовали друг с другом. И мужчина таким создан. Он создан для войны, убивать, насиловать, грабить, исследовать мир, распространить свое семя как можно больше. И это природа, и никуда от этого не денешься. Я не говорю, что мужчины плохие все. Я говорю, что они устроены так, и вот эта вот их сущность внутренняя объясняет многие моменты в их поведении. Я хочу показать женщинам, как с этим мужским животным взаимодействовать и как им управлять, как не обжигаться. Вот что я хочу донести. Не значит, что я считаю мужчин недолюдьми. Я к мужчинам очень хорошо отношусь. Они достаточно умные, они циничные, они хитрые и очень эффективные. Мужчины очень эффективные. Мужчины вообще не умеют любить. Они могут любить, но для того, чтобы постичь любовь, у них должны быть очень-очень большие усилия для этого. Работа над собой, прежде всего. Усмирение своего внутреннего зверя должно быть. Только так. А женщина, она уже от природы наделена этой возможностью. Спасибо большое за розы. Так, дальше. Любовь — это половое влечение, облагороженное чувствами. Ну, можно и так сказать, хотя, допустим, в том же браке мужчина может любить свою жену, но полового влечения к ней больше не испытывать. Брак — это место, где умирает страсть и секс, остается только физиология. И то, что вы называете сексом, то, что вы делаете с мужем, для мужчины это уже не секс. Для мужчины секс — это исследование нового тела, новые эмоции, новые возможности, новые женщины. И чем больше их, тем лучше. Они устроены так. И вполне себе мужчина может любить свою жену, обожать и заботиться о ней, относиться прекрасно, но это не выключает его половое влечение к другим женщинам. Что значит, если мужчина настаивает на том, чтобы ему готовить при отсутствии статуса жены? Это значит то, что мужчина хочет сэкономить. Он хочет получить больше за меньшие затраты. В моем проекте я говорю о том, что мужские плюшки — это то, что мужчина нам платит за то, что мы делаем. Ну, к примеру, он подарил вам цветы, вы согласились с ним пойти на свидание. То есть вы друг другу заплатили. Мужчина что-то для вас делает, вы делаете ему в ответ. Очень хорошая схема говорить
делать мужчине только в ответ на его действия. Ни в коем случае не стоит соглашаться, пока вы готовите, обслуживать мужчину, пока вы не женаты. Я всегда в таких случаях говорю: я женщина приличная, до свадьбы не готовлю. Никогда не обслуживайте мужчину, если вы не его жена. Поверьте, ни один мужчина этого не оценит. Он поймет, что с вами так можно, и будет никакого предложения замуж или что-то еще не будет, если он все получает и так. Зачем платить больше, если не видно разницы? Вот как реклама порошка стирального, там какого-то Доси, по-моему. Вот то же самое и здесь. Еще у меня есть эфир. Сегодня вышли ответы на вопросы. Во вторник вышел эфир «Почем я? Женский ценник». Очень рекомендую посмотреть, ознакомиться. Я говорю о женском ценнике. Здесь не имеется в виду, что мужчина вам платит. Это не про деньги, это про взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Если переложить на товарно-денежные отношения, то гендеры тоже становятся очень понятными. Посмотрите, очень рекомендую. Значит, мужчина не испытывает чувств к женщине, а что он называет любовью? Он испытывает чувства. Поймите, что сам мужчина свой вставший член инициирует с любовью к женщине. Поэтому для него это любовь. Он вполне искренне может клясться вам в любви, с ума сходить и делать различные сумасшедшие поступки, романтические какие-то вещи. Они тоже чувствуют. Но вы поймите, что это не та любовь, которую любите вы. У них своя любовь, у них вставший член – это любовь. Согласитесь, женщина же может и без секса мужчину любить. И он мой хороший, мой любимый. И многие женщины вообще не видят, они даже не могут разделить секс и любовь. Она не может без любви заниматься сексом. Вот я только об этом говорю. Нина, спасибо большое за комплименты, за розы. Как начать относиться к мужчине как к функции? Я не скажу, что это просто. Если бы я вам говорила о том, что вот придите ко мне, послушайте один эфир, и вы будете всех мужиков так через колено ломать, это не так. Это такая даже работа над собой и принятие того, что ты другая, что мужчины другие, что они по-другому устроены. Это непросто. Далеко не просто научиться этому, потому что все-таки наша прошивка вот эта женская, на любовь заточенная, мы очеловечиваем много чего. Но инструменты для этого есть. Об этом я говорю на своих эфирах. Приглашаю, в частности, вас лично посетить эти эфиры и послушать. Много информации в двух словах не расскажешь, в час не уложишься. Я думаю, что мой проект будет достаточно долгим, потому что мне есть что вам сказать. Мне есть чем поделиться, и у меня есть инструменты, с помощью которых вы можете управлять мужчиной и хорошо взаимодействовать с мужчиной. Не бояться и не обжигаться. Это не стопроцентный результат, но это рабочая схема. Приходите, посмотрите мои видео на YouTube, если вас зацепит. Если вам будут откликаться мои слова, то у вас обязательно получится. Если нет, просто забывайте, кто я, что я, и слушайте других каких-то вещателей. Что такое гостевой брак? Гостевой брак – это, я думаю, очень хорошая форма отношений, на мой взгляд. Это для зрелых людей. Это не значит, что они не живут вместе, значит, они там трахаются по углам, и он, и она. Нет, это для зрелых людей, для тех, у которых есть своя жизнь, которые не хотят омрачить свою любовь, свои чувства, свои отношения бытом, либо уменьшить влияние быта на их отношения. Это прекрасный инструмент, я считаю. Я вообще пропагандирую гостевой брак, это очень круто. Вы для своего мужчины всегда будете желанны, не до конца завоеванный. У вас и у него будет личное пространство. И, на мой взгляд, я только свое мнение озвучиваю, это самые лучшие отношения в современных реалиях. Потому что брак уже сам себе изжил. Это как лошадь на балконе. Мы раньше на лошадях ездили, сейчас мы пересели на автомобили. Если вы сейчас заведете лошадь, то он вам тут обгадит всю квартиру, просто этот жеребец. Поэтому брак, он
он немного устарел, и вы видите, что институт брака, тот, который работал многие тысячелетия, он себя изживает. И об этом говорит статистика разводов. Почему-то люди не уживаются вместе, разводятся все больше и больше. И счастливых семей все меньше и меньше. И чаще всего это на фотографиях в Инстаграм вы видите счастливые семьи и в сериалах. А в реалиях мира это какой-то недолгий период, каких-то небольшой период времени. И очень мало людей, которые всю жизнь прожили вместе. Это могут быть там ваши родители, когда было совсем другое время, когда не был так секс доступен, как сейчас, то на данном этапе, в общем, гостевой брак, на мой взгляд, самый лучший вариант. Мне тоже больше нравится гостевой брак. Я не хочу жить с мужчиной в его жилье и обустраивать его. Абсолютно здоровая позиция. Вполне себе. Почему? Потому что я вот лично я бы тоже не обустраивала жилье мужчины. Если бы это мое жилье, я его могу обустраивать. А жилье мужчины, и понимая, как устроен мужчина, что с ними происходит, это существо ненадежное, которого чаще член рулит, а не голова, поэтому вкладываться я не вижу смысла. Если только это мне останется, то да. И я думаю, что таких женщин будет все больше и больше. Тем более сейчас женщины зарабатывают уже, сами себя обеспечивают. Поэтому вполне здоровое желание. Почему мужчины по истечению какого-то времени снова пишут, проверяют, забыла или не забыла его? Это очень просто объяснимо. Мужчина всегда расширяет свою женскую аудиторию. Если у вас с этим мужчиной был секс, то он, как правило, ему легче вас добиться. Дала один раз, даст и второй. Когда у него появилось свободное время, он остался, допустим, без секса, конечно же, прекрасно можно вспомнить бывшую. Особенно ту, которая ждет, которая надеется, которой можно налить в уши про любовь, которая прибежит и раздвинет ноги. Вот для этого он вам пишет. Мужчины очень часто возвращаются, потому что в их мечтах, в их идеальном мире все женщины красивые должны принадлежать только ему, быть ему верны и сами себя обслуживать. Они возвращаются, сексуальный инстинкт рулит, только это, больше ничего. А можно быть для своего мужа постоянно новой? Это невозможно. Вы не можете каждый год, хотя бы, допустим, на годовщину свадьбы, менять там форму груди, форму своей письки. Вот если бы вы могли, у вас, допустим, один год у вас там 5 размер, на следующий год 1, тогда вы были новые. Все равно мужчина всегда ищет новизну, он на это заточен и всегда будет искать новых женщин. Вы можете быть для него желанной женщиной очень долго. И есть очень талантливые женщины, которые в браке остаются желанными для своих мужчин. Для этого тоже у меня есть много инструментов. Есть женщины, которые всю жизнь остаются желанной, незавоеванной. Пока вас мужчина не завоевал, пока вы ему все не отдали ему верность, отсутствие поиска, не стали от него полностью зависеть, тогда мужчина будет вами заниматься. А новые вы никогда не будете. Мужчина уже после нескольких сексов может с вами в постели представлять другую женщину. Из этого трагедию делать не нужно. Это их сексуальность, они так устроены. Почему мужчина всегда ищет новую женщину? Потому что это его природа. Они сделаны для того, чтобы исследовать мир, залезть на каждую гору, покорить какие-то города, вершины, разбросать свое семя как можно больше и сдохнуть. Вот это его цель. Это грубо, но это так. Они совсем устроены по-другому. И это никуда от этого не денешься. То, что сейчас происходит, почему мужчины более такие одушевленные, засоциальные, похожие на женщин, хотя бы делают вид, что им нужен брак, дети и все остальное. Это все влияние социума. Не больше, не более того. Да, многие женщины действительно не могут разделить секс и любовь. Да, очень немногие женщины, я бы сказала, могут разделить секс и любовь. И я считаю, что это прекрасный инструмент для того, чтобы
понимать мужчин. Женщина, которая может разделить секс и любовь, она более эффективна в мужском мире. Она более эффективно действует, и ей намного проще. Как эффективнее под себя дрессировать мужского зверя или уже искать уже надрессированного бывшими? Можно и так, и так. Конечно, воспитанные мужчины это намного проще, но чаще их воспитывает мама, возможно, сестра. Вот есть братья очень заботливые. Это тоже очень хороший момент. Воспитывают жены, воспитывают любовницы, воспитывают женщины. Но в любом случае мужчину нужно делать под себя, выстраивать свои правила, выстраивать свои границы. Это будет более эффективно. И выбирать мужчину того, который пригоден для этого. У меня есть на YouTube видео «Основа мужчиноведения». Посмотрите, я там говорю, какие мужчины бывают и какие для чего подходят. Главная составляющая – это финансовое благополучие женщины. Ну, я бы так не сказала. Поймите, что человеку для счастья не так много нужно денег. Не всегда богатые люди счастливые. Они бы не стрелялись и не вешались, а куролесили бы и радовались. Согласитесь, очень много есть женщин, живущих в достатке, несчастных, и мужчин в том числе. Счастье от денег не зависит. Деньги – это не цель, это средство, это ресурс тот же самый. На мой взгляд, денег вообще должно хватать на еду, одежду, жилье, на детей и на путешествия. Все остальное – это лишние деньги. И я не говорю, что с милым рай в шалаше, но деньги – это далеко не то, к чему нужно стремиться. Деньги – это ваша безопасность, но это не гарантия счастья. Но однозначно в каком-то Мерседесе плакать лучше, чем в автобусе. Это 100%. Как вы относитесь к многоженству? Я отношусь нормально. Почему? Потому что те же самые мусульманские страны, у них это все легализовано, все это нормально. А у нас многоженство, оно все равно есть. Согласитесь, очень много мужчин, которые живут на 2 семьи. Это сплошь и рядом происходит. Которые из любовницы делают жену. Но это хорошее качество мужчин. Вот если бы я вела курсы для мужчин, то я бы их научила пользоваться женщинами так, чтобы не жениться и вообще на них практически ничего не тратить. Так что это хорошо, что они берут ответственность. К многоженству я отношусь хорошо, но я не хочу быть второй женой, к примеру. Ну а так, если для кого-то это нормально, то пусть будет. В этом это меньший страх. Мужчины, если бы вы разрешили мужикам многоженство, они бы не согласились. Они хотят не жен, они хотят любовниц, они хотят секс с другими женщинами, с разными женщинами. Но жен они не хотят. И поверьте, мужики, если бы сделали голосование, мужики бы были против многоженства. Однозначно против. Мне мужчина мой сказал, что у меня гиперопека к нему, сижу в шоке. Не нужно мужчину опекать. Вы поймите, что мужчина – это завоеватель, ему не нужна мамочка. Опеку нужно продавать. Вот у меня скоро будут темы товары в отношениях. Это не значит, что за деньги. Вы должны мужчине делать что-то вот. Это более понятная схема, когда вы заботитесь о нем за то, что он о вас заботится. Вот он пришел к вам, вы приготовили ужин, он пришел, сожрал, вот так рыгнул и не сказал спасибо. Вот в следующий раз, вот, видите, он вам уже не заплатил, грубо говоря. И вот нужно убрать свою опеку. А когда он говорит вам спасибо, вот тогда опекайте. Когда он к вам хорошо, в ответ. А когда вы перебор, ничего хорошего не будет, уж будете его опекать. И дайте мужчине быть мужчиной. Это очень важно. Вот, потому что у женщин очень часто вырастают яйца, а этого делать не стоит. Женственность, мягкость, доброта ваша намного лучше влияет на мужчину, чем гиперопека, ответственность и то, что вы за мужика все будете делать. Вообще есть вершина мужчины. Это в принципе невозможно. Верные мужчины. Или это в принципе невозможно.
И, конечно, есть верные мужчины, никто не спорит, но самое большое заблуждение женское, у меня был эфир на эту тему, скоро будет на YouTube, называется «Почему мужчина изменяет?». Самая большая женская ошибка в том, что вы ищете причину измены, а нужно искать причину верности мужской. Он боится вас потерять, боится развода, дележки имущества, ему лень. Представляете, надо мыться, бриться, где-то хату искать или что-то еще. Опять бегать, опять ухаживать. Пойду я лучше передерну в туалете. Так вполне себе может мужчина думать. У него нет денег. Вот причины верности самые простые. Поэтому есть верный мужчина. Но проанализируйте, почему он вам верен. Потому что это для мужчин, это для вас верность нормально. Для мужчины это ненормально, это некомфортные условия для него, это не его природа. Вообще перехотелось теперь замуж. Прекрасно, что перехотелось. Не стремитесь вы в этот замуж. Подумайте 10 раз, для чего вам этот замуж нужен. Если вы там замужем не были, то сходите, попробуйте, если вы хотите белое платье надеть. Но ничего хорошего в замуже нет. Вам нужен хороший замуж. Вот хороший замуж нужен. Ну, а просто замуж не нужен никому. Если вы найдете мужчину, которого вы воспитаете под себя, который будет вас ценить, любить, тогда да, вперед. Я же не против, абсолютно не против замужества. Просто хорошее замужество – это круто. Но у нас почему-то в нашем социуме главное, чтобы ты была замужем и чтобы у тебя колечко было на пальце и штамп в паспорте. А кто у тебя там дома? Может, он там срется пьяный в постели или вообще не зарабатывает и ничего не делает. Это уже второстепенно. Вот этого, чтобы не было у вас, вот это самое главное. Так. Если мужчина нашел любовницу, продолжает ли он любить жену при этом? Да, конечно, разные бывают ситуации, но чаще всего мужчина заводит любовницу, когда у него появилось время свободное, и когда все хорошо в семье, когда жена сидит дома, готовит, убирает, все красиво, там он все уже завоевал, секс уже перешел в физиологию и пошел куда-то на сторону удовлетворять свои потребности сексуальные. Но, может быть, и разлюбить жену. Проигрыш ваш в том, что появилась любовница, это проигрыш жены. Одно дело – это случайные связи, а совсем другое – постоянная любовница. Это уже очень плохо. Но это не значит, что он вас не любит. Может быть, любить, обожать, ценить и никогда не поменять на любовницу. Разные есть любовницы. Но, как правило, это проигрышные отношения. Тоже у меня был эфир про женатиков, как их использовать. Ждите на Ютубе, скоро будет, подробно об этом говорю. Это плохо, что у вашего мужчины есть любовница. Значит, он не занимается вами. Но это не значит, что он вас не любит. Значит, что вы стали уже завоеванной женщиной. А рожать от них детей – это вообще лохотрон. Ну, поймите, что вы рожаете ребенка для себя. Если вы будете так подходить к рождению детей, то проблем таких не будет. Вы используете мужчину для того, чтобы родить ребенка. Родить для себя. Очень большая женская ошибка в том, что я рожу ему ребенка, я для него. Вы рожаете для себя. Мужчина вот вам семя посеял и пошел на войну и сдох. Вот, вы всегда должны думать о своем ребенке и как вы его будете растить. И очень грамотно нужно подходить к этому вопросу. Понятно, что для того, чтобы завести ребенка, нужно подобрать хорошего мужчину, что он у вас должен как-то хотя бы минимально вам обеспечить каких-то там хотя бы 3 года, чтобы он с вами рядом был. Все-таки вы работать не можете. Все что угодно. Руководители знают, что это такое, как тяжело в одиночестве. То есть понятно, что отца для ребенка нужно выбрать основательно. Но у нас же, понимаете, как происходит? Вы пришли, познакомились, влюбились, у вас списки совпали, и у вас все любовь, и нужно детей рожать. С какого хера ваши совпавшие писки или то, что он вас хорошо трахает, делает его хорошим, достойным отцом? Об этом нужно думать. А у нас же как? Раньше, вот смотрите, раньше браки заключали родители,
семьи как-то соединять. Сейчас что? Вот они трахаются классно, он меня классно трахает, все, полетели замуж, я ему буду рожать. Если он тебя хорошо поет, тебя классно развлекает, классно трахает, это не значит, что от него рожать детей нужно. Вот в чем ошибка женская. Не нужно винить мужчин, что они такие. Мы сами вот поймите, что вы несете ответственность не только за себя, но и за своих детей, и за своих будущих детей. Вот, если вы будете ответственно к этому подходить, ответственно подбирать мужчин, не рожать от абы кого, пользоваться средствами контрацепции, то проблем таких не будет. И рожать ребенка не в канаву, как собака, когда уже есть жилье, есть возможность этого ребенка вырастить. А у нас же сплошь и рядом, смотрите, каждому мужику по ребеночку. Этому родила, и третьему родила. Это вот женское просто какое-то вот, это вот уже женщины какие-то как животные себя ведут. Я здесь женщин не оправдываю ни в коем случае. Так зачем же для себя? Это очень сложно вырастить ребенка одной. Не рожайте в таком случае, но, знаете, я вот с высоты своего жизненного опыта понимаю, что без детей очень сложно. И у меня 2 детей. Я очень счастлива, что они у меня есть. Я не знаю, как бы я себя чувствовала, была бы ли я настолько реализована в своем материнском инстинкте, как женщина была бы состоявшаяся без детей. Тут это решать только вам. Но поймите, что для многих женщин ребенок это их проект. Вот мужикам надо строить мосты, заводы, пароходы, а нам для реализации просто нужно родить. Какая-то 15-летняя писюха может родить ребенка, и это уже ее проект, она уже будет реализована. Это смысл жизни. Поэтому я не осуждаю child-free ни в коем случае. Я против женщин, которые в канаву рожают, и которые рожают кучу детей, которым не могут дать ни образования, ни достойной жизни. Но вообще дети, на мой взгляд, я как женщина, я как мать говорю о том, что все-таки дети нужны. Вы, если можете без них обходиться, обходитесь. Но вот лично мне было бы очень тяжело без детей. У меня материнский инстинкт закончился, когда у меня появилось 2 детей, потом я завела кота. Вот кот его приглушил, и теперь только внуков ждать остается. Почему парень оттягивает вторую встречу? На первой говорил, что я ему нравлюсь, и он меня хочет. Причин может быть много. У него есть более интересные варианты. Он же пишет и общается не только с вами. Это вы увидели парня и решили, что вот он ваш принц, будущий муж и царь и бог. А он общается, возможно, с другими женщинами, с другими девушками. Не знаю, сколько вам лет. И говорить они могут все, что угодно. Нравишься, не нравишься. Если вторая встреча не произошла, у него, может быть, может нет денег на встречу. Он может занят быть другими женщинами. Вы могли ему не понравиться. Такое тоже бывает. Запах какой-то не понравился. Там все что угодно. Посмотрите на YouTube-канале. У меня есть видео, называется «Почему он не звонит?». Там ответы на ваши вопросы. Посмотрите, может быть, найдете развернутый ответ на ваши вопросы и будете лучше понимать мужчин. Вам, наверное, с детьми помогали, мне особо никто не помогал. Я была от всех зависимой. Ну, да, я была замужем, у меня прекрасный муж был, детей, я детей одна не растила, поэтому я не знаю, что бы было, если бы я растила их одна, но я рада, что у меня дети есть. И я только же свою позицию озвучиваю. Если бы я была без мужа, без материальной поддержки, без жилья, там, внимания, заботы мужской, то, конечно, я бы 10 раз подумала о том, рожать мне детей или нет. А так как на тот период времени в моей жизни у меня было все хорошо, и дети желанные родились, возможно, мне повезло. Если бы я их одна растила, я бы по-другому рассуждала. Но у меня очень много девчонок знакомых, которые одни вырастили и ничуть не жалеют об этом. Вы поймите, что это уже семья ваша. Но опять же, если вы не хотите, если вам тяжело, вас же никто сейчас не заставляет рожать. Абсолютно. Это раньше нам нужны были дети,
для того, чтобы не сдохнуть в старости. Нам кто-то должен стакан воды принести, то сейчас спокойно это все решается. Вам нужны деньги и люди. У вас должны быть друзья, знакомые и деньги. Вы можете и сиделок себе нанять, все что угодно сделать. То есть дети, если раньше дети это была прибыль какая-то, они работали в поле, они заботились о своих родителях, то сейчас это обуза, по большому счету. Вы 20 лет их кормите, образование нужно дать, еще после 20 лет еще там помогаете какое-то время. Поэтому тут только вам решать. Адекватно не будет на первом свидании говорить, что он вас хочет. Согласна, да. Мужчина не должен ни в переписке, ни в первых свиданиях говорить вам напрямую о сексе. Это элемент невоспитанности. Как относиться к любовницам мужа, если знаешь, что они у него есть? Это зависит от того, что вы за персонаж. Что за муж у вас? Зависите вы от него, не зависите. Это очень сложно. Если у мужа куча любовниц, но вас все устраивает, он вас содержит, то можете глаза закрывать. Я же не знаю, что вы за персонаж, в какой вы ситуации, что происходит. Я бы не простила ни одной любовницы, тем более любовниц. Их несколько. Для меня эти вещи неприемлемые. Но, опять же, у меня есть жилье, работа, деньги. Я сама не на помойке найдена, я бы не терпела. А если вы от него зависите, не знаете, что делать, как жить, ну, хотя бы подготовьте почву для развода. Оформите правильно документы. Это повод задуматься. Повод задуматься, как вы будете жить дальше. Будете вы это говно жрать, не будете. Тут же это все понимаете, это все индивидуально нужно разбирать. Вариантов очень много. Есть варианты остаться и глаза закрыть, есть вариант обобрать его и развестись, есть вариант уйти с голой задницей и с детьми в охапку. Вариантов масса, только вам решать, как жить. Так. У меня тоже желанный, но просто оглядываясь назад, мне страшно, как я это все пережила. Ну, женщины мы сильные, переживаем, да, и очень каждая... Деторождение это же не просто, да? Нам рассказывают, что вот какие детки милые, какие красивые, какие колясочки, вот какие одежки прекрасные. Но те, кто прошел через беременность, роды, детские болезни, не дай бог еще какой-то больной ребенок был, это знают, что стоит за этим. Что это совсем не сказка, да? Но опять же, вот вы же сейчас у ребенка бы... Вот вернулись бы вы назад, там, не знаю, сколько вам лет, там, в те времена, когда не было ребенка еще. Вот, вы бы сейчас аборт сделали? Вот ответьте. Мне не нужно отвечать, себе ответьте на этот вопрос. Вот и все будет понятно. Мужчина говорит, что не хочет отношений серьезных пока, а кто останется с ним, тот будет в шоколаде. Как понять? Ну, этот мужчина честный. Он говорит о том, что жениться он вас не собирается, чтобы вы ни на что не рассчитывали. И объясняет вам, что вот я буду тебя трахать, но какие-то плюшки ты от меня будешь получать. Вот все, что он вам говорит. Вот это так и понимайте. С одной стороны, ни один мужчина не хочет в брак, с другой стороны, любого мужика можно на себе женить, если знаешь, как это правильно сделать, и знаешь инструменты, которые можно использовать. Но то, что он не говорит серьезно, ну, это может быть нормально, может пока не хотеть серьезных отношений. Вы поймите, что ни один мужчина не хочет серьезных отношений. Они все хотят трахаться и развлекаться, и хотят, чтобы вы были ему верны и нигде не ходили. А этот просто озвучивает свое желание напрямую. Ничего страшного в этом нет. Вполне себе адекватный мужчина. Я бы оставила и посмотрела, какой шоколад будет. Вот. Вам сейчас нужно на шоколаде сделать акцент и посмотреть, что вы будете получать. Вот я бы сделала так. Абьюз со всех сторон был. Но поймите, что абьюзивные отношения, они на самом деле
зависит от нас. То есть, если вы не соглашаетесь быть с абьюзером, то абьюзить вас никто не будет. И сейчас очень многие, вообще тема такая популярная, очень многие говорят об абьюзерах, и это часто просто мужчина, тот, который с нами быть не хочет, или не тот, который должен быть рядом. Я ни в коем случае не умаляю ваших переживаний, вашего пережитого горя или каких разбитого сердца, но все-таки если женщина со стержнем, если она самодостаточная, уверенная в себе, готова рвать отношения, в которых ей плохо, то у нее абьюзивных отношений не будет. Правильно ли я понимаю, что разовые перепихи на стороне это нормально для мужа? Если это какие-то разовые встречи, допустим, ваш муж поехал в Таиланд и там натрахался с трансами, либо он поехал в командировку, куда-то сунул, то главное, чтобы он вам не привез трипера домой. Вот на это вы об этом знать не должны, он не должен это афишировать, но на это делать акцент не стоит. Мастурбация, разовые связи, я считаю, мое мнение, я считаю, что это очень эффективная схема. Это разрешенная форма измены. Все равно мужик свое говно где-то должен утилизировать. Вы берете собаку домой, вы же понимаете, что ей нельзя задницу заклеить, чтобы она не гадила. И нужно выгуливать. Вот пусть они хотя бы так выгуливают своего зверя. А некоторые же женщины за мастурбацию устраивают истерики непонятно какие. Я, на мой взгляд, мастурбация, случайные связи, проститутки – это разрешенный вариант измены. Не знать, что вы должны об этом знать. Пусть тихонько делает. Он же, когда ходит в туалет, он там попу вытер, потом помыл, пошел. Он же не приходит к вам с какашками. Вот точно так же и здесь. То есть, если это хорошо спрятано, то да. Но если это уже любовница какая-то или любовницы, это уже сигнал тревожный, это уже совсем другой коленкор. Если только вас не устраивает. Потому что есть много женщин, которые живут состоятельными мужиками, понимают, что у него куча баб, у него куча денег, у него может быть свой любовник. Это тоже вариант. Я не говорю здесь о морали и нравственности, я говорю об эффективности. У вас могут быть свои какие-то установки жизненные, вы можете думать по-другому, но я говорю вам о том, что эффективно прежде всего. Так. А если мужчина периодически старается поучать, что это означает? Ну, мы все друг друга учим. Чему учить? Чему поучать? Если он вас стремится переделывать, я думаю, что так вопрос звучит. Если нет, напишите, подкорректируйте, поправьте меня. Если он вас учит, например, ему не нравится, как вы одеваетесь, да, мне очень часто мужчины некоторые говорили о том, что почему ты так ходишь? Я вот, к примеру, я люблю очень расслабленный стиль одежды, вот ботинки, джоггеры, худаки – это вообще моя любовь. И я комфортно себя чувствую. И многие мужчины прям требовали от меня, чтобы я носила каблуки, одевалась более элегантно, более сексуально. Вот если это учит вас, к примеру, этому. Либо он вас учит тому, что не надо материться, да, вот некрасиво матом ругаться, не нужно. Или ты не так готовишь. Да, вот это если учит, то это значит, он вас с кем-то сравнивает. Скажите ему, что если я тебе недостойна, значит, ты задрот просто, который не может себе найти пару достойную. Найди себе достойную женщину, не нужно меня воспитывать. А если поучает, ну, возможно, мужчина вас старше и чему-то учит. Смотря чему он учит, это нюансов очень много. Я не знаю, о чем вы спрашиваете, о чем вы говорите, но вот то, что я озвучила, вот примерьте на себя. Если этого нет, то не страшно. Как отвязаться, расстаться с мужчиной, перестать думать о нем? Проще всего найти другого. Идите на сайт знакомств. У меня на канале YouTube есть видео сайты знакомств, инструкция для невесты, в котором я рассказываю очень подробно, как вести себя на сайтах знакомств. Это прекрасная инструкция, поможет вам очень эффективно знакомиться, быстро их отбирать, фильтровать. Также есть видео переписка на сайтах знакомств, отсев. Послушайте, поучитесь. Все равно должно отболеть. Не бывает так, что вам пофиг прям всем. Даже если вы не особо были влюблены, все равно это нейронные сети, нейронные связи, они строятся и точно так же рушатся больно. Лучше всего
завести себе одного либо двух. Чем больше мужчин, тем лучше. Не значит, что со всеми нужно спать. Вы вполне можете с ними ходить гулять, есть, веселиться, динамить. Я не против. Используйте мужчин так, как вам нравится, как угодно. Если постоянно любовница, значит, он уже отдалился от жены. Это не значит, что он отдалился от жены. Это значит, что жена позволила, либо ему статус позволил, денег у него много, либо ему пофиг, либо он вообще там берега потерял, попутал, уже не боится ничего. Но это не значит, что он отдалился. Если бы им дали волю и деньги, они бы все завели себе кучу любовниц. Вот. Это значит, у него возможность появилась для этого. Вот, и все, больше ничего это не значит. Он может очень любить жену, очень сильно, и не хотеть от нее уйти. Но поймите, что когда ставит мужчине кто-то из его женщин, не зависит, жена либо любовница, либо она, либо я, то мужчина выберет третий вариант, третий. И она, и ты. Вот чего хочет мужчина. Вот вы поймите, что вам бы сказали, вот выбери платье какое-то одно, и будешь в нем ходить всю жизнь. Понятно так? Либо ваша картошка, ой, вот эта картошка отварная, вот будешь ее всю жизнь есть. Хорошо, не картошка, пусть какое-то мясо по-французски. Вот вы его любите, обожаете, будете каждый день его есть? Нет. Точно так же мужчины, они по-другому устроены. Это не значит, что нужно позволять любовнице. Абсолютно, я так не считаю. Мужчина учит, как нужно вести себя на работе. Возможно, стоит к нему прислушаться, если это умный мужчина, потому что мужики-то, они, в принципе, они же успешнее женщин намного, тем более вот в производственной сфере. Может, и стоит. Почему бы нет? Как вести себя на работе. Ну, смотря чему учит. Опять же, вы же не пишете, чему учит, именно конкретно. Может, он вас учит одеваться менее сексуально, чтобы на вас другие мужики не смотрели. Этому тоже могут учить. Ну, вообще, стоит прислушаться. Вообще, слушайте всех, но выбирайте для себя какое-то, фильтруйте и выбирайте рациональное зерно. Отделяйте зерна от плевел. Что вам ближе, что помогает, что работает. Советы работают, вы его слушаете. Не работают, не надо слушать. Точно так же, как и меня. Работают мои советы, слушайте. Нет, не надо слушать. Вот так тоже и мужчина. У вас есть мужчина? Есть. Отказываться ли от первой встречи с новым мужчиной, если он просит на встречу одеть платье? Я думаю, что нет, не стоит. Почему? Если он вас приглашает в какое-то место интересное, если это не какая-то забегаловка, если он приглашает вас в ресторан и просит вас прийти в платье, ничего страшного в этом нет. Вполне себе милая просьба. Вот я считаю, что это очень романтично прийти в платье. Ну, посмотрите, куда он вас позвал. Если он вас позвал в платье на каблуках гулять по набережной, то пошел он лесом. А если он вас приглашает в приличное место, либо куда-то в театр, конечно, наденьте платье. Ну а что от вас отвалится, если вы придете в платье? Ничего. Не нужно стараться, не нужно там наряжаться, неизвестно какой макияж делать, но платье надеть. Вы можете надеть спортивное платье. Ну ничего страшного. Оденьте, если просит, если вам этот человек приятен, себя хорошо проявляет, если он, допустим, приедет за вами, да, либо... есть же разные мужчины. Почему нет? Почему не пойти навстречу, если такая мелочь? Он же не просит прийти к нему без трусов на свидание, да, или надеть красные труселя. Он же этого не попросил, а платье — это вполне себе приемлемая просьба. Вы мне очень нравитесь. Спасибо большое, мне очень приятно. Я вас обожаю, вы прям вовремя появились в моей жизни. Все советы мне очень помогают, благодарю вас. Вы знаете, в нашу жизнь всегда приходят люди тогда, когда нам больше всего нужно. И если я вам попалась на просторах интернета, значит, вам это нужно. Значит, я очень рада, что вам помогают мои советы. Я считаю, что для меня это самая большая награда, когда мне говорят: Оля, ты права, ты молодец, ты говоришь, все твои советы работают. Я понимаю, что я этот проект делаю не зря. Мне очень хочется, я очень от чистого сердца хочу помочь женщинам, действительно, потому что об этом никто не говорит. Вас всех вас учат
послушанию, вставляйте сиськи, удаляйте ребра, колите губы, ты уже в 25 лет, ты уже старая, тебе нужно идти на помойку, ты там сдохнешь, без мужа ты сдохнешь, и вообще без мужика ты никто, и звать тебе никак. Вот этому учат, да, учат. Идите на курсы минета, учитесь там сосать, учись готовить, учись прислуживать, а это все, это советы, которые отвратные, они не работают. А я хочу донести женщинам, что есть другой путь. Вы можете жить вполне себе счастливо, без мужчин, без мужчины, без мужа. У вас могут быть любовники, могут быть друзья, у вас может быть жизнь, вы можете реализовываться, быть личностью. Это мы живем в самое прекрасное время. Мы сейчас на данном, вот в 21 веке, мы можем работать. У нас есть права, порой в чем-то даже больше, чем у мужчин. Вот просто поверьте в себя, что вы люди, и все будет. Я очень хочу донести это женщинам. Я прям горю вот этим всем. Я вижу столько прекрасных, интересных, красивейших женщин, которые просто являются потирками для мужиков. Понимаете, это страшно. Этого быть не должно. Я хочу, чтобы женщина вот заняла свое место, свою нишу в этом мире, в мужском мире. И я надеюсь, что если я помогу хотя бы одной или двум женщинам, я считаю, что я вот все, что я говорю, все, что я сейчас делаю, во что я вкладываю душу, то это будет не зря. Если платье не ношу, да, позвал погулять по набережной. Оля, ты ясновидящий. Если он вас позвал гулять по набережной, то пусть он собаку возьмет в платье и гуляет. Ни в коем случае. Вот у меня категорическая позиция. Вот я настолько отношусь вот жестко к этому. Вы можете выпить кофе на первом свидании. 20 минут, не более того. Я в каждом своем эфире на этот вопрос отвечаю. Хочет он гулять, пусть гуляет с собакой. Не ходите, не роняйте ценник до такого. Тем более никаких платьев по набережной. Пусть идет, да, пусть собаку купит и гуляет с ней по набережной. И платье для этой собаки. Вы прекрасная женщина. Вы наденете платье в ресторан. Тем более, это же какой прогиб. Ты вот представляешь, как он... Ты мало того, что он тебе как собаку выгуливает, еще и платье ему надеть. Это вообще понижение ценника в ноль. Ни в коем случае не соглашаться. Вообще на свидание не соглашаться. Дождитесь мужчину, которому не будет на вас жалко тарелки еды хотя бы. Не нужно идти в дорогие рестораны, заказывать устрицы и шампанское за $1000. Сходите в обычную пиццерию, сходите в обычных роллов, поешьте. Если мужчина не может оплатить ужин в кафе, то пусть идет на порно-сайт. Там бесплатно, руки в помощь. Если 3 года бегал и наконец догнал, есть ли шанс на продолжение? Это очень опасная ситуация. Смотрите, в чем дело. Дело в том, что мужчина должен получить первый секс за вменяемую цену. То есть, это какие-то ухаживания, там цветочки, ресторан, там туда-сюда, красивые слова, какая-то прекрасная, распрекрасная, он вас слушал. Вот это, да, какую-то вменяемую цену, да. Опять же, об этом есть эфир на YouTube, посмотрите, когда давать цена первого секса. Там, по-моему, даже еще 2 было эфира по поводу секса, обязательно послушайте. Но когда он за вами 3 года бегал, он же думает, что там же у нее золотая просто писька поперек. Понимаете, он переплатил реально. Вот он вас, грубо говоря, трахнет и поймет, что там обычная дырка, как у всех. Цинично, грубо, но это так. И вы можете получить врага. Он может пропасть. Но поймите, что обычно, если вы динамите уже так долго мужика, динамите дальше. Пусть он дальше старается. Если он уже будет секс, то уже вряд ли будут эти ухаживания. Он уже автоматически из этого бойфренда упадет в уровень того, вот я пришел, вот мой член, радуйся. Как правило, это так. Не нужно долго динамить мужчин. Бывают исключения, я буду рада, если у вас будет что-то по-другому. Вообще, если вы с мужчиной не хотите секса,
то лучше с ним не общаться. Общайтесь, динамьте его и дальше. Если он 3 года выдержал, прекрасно, это ваш паш. Понимаете, как говорить, если говорить раб некрасиво, а паш это красиво, он хвост королеве заносит. Пусть на расстоянии. Ну, я точно бы не рисковала однозначно. Вы можете делать все, что угодно, но лучше другого мужчину поищите для отношений. Их много и всем хватит. Что значит женское достоинство? В моем понимании женское достоинство – это уйти, когда тебе плохо. Я в отношениях нахожусь с мужчиной, с мужчинами до тех пор, пока мне хорошо. Если мне плохо, я ухожу. Вот этого достаточно. Этого вполне достаточно. Если ты себя уважаешь, если ты не позволяешь под мужика прогибаться, тем более под недостойного, то это и есть достоинство. Если муж ушел не к любовнице, а к маме, живет с ней там, но продолжает встречаться с бывшей женой. Ну почему нет? Почему не встречаться? Это вполне логичная схема. Он может и к жене ходить, и к вам ходить. Это нормально. Мужчина, если бы у него была возможность, он оставил бы всех своих бывших жен и любовниц бы собрал, и прекрасно бы себя чувствовал. Это норма их. Что, вот в чем вопрос? Вопрос, что с ним делать? Я вот не понимаю это значение. Это для мужчин это норма. Они с радостью. То, что вы себя отдаете, всю себя одному мужчине, не значит, что он не может отдавать по чуть-чуть 8 женщинам себя. И прекрасно будет себя чувствовать. Прекрасно. Это мужская полигамия. Да. Пора взрослеть и понимать, что такое мужчина. Так. Смотря как бегал, вкладывался, дарил подарки или тупо написывал: «Привет, как дела, что делаешь?» Даже если он вкладывался и дарил подарки дорогие, то это еще хуже. Вы понимаете, что это просто будет разочарование большое. Он слишком большую цену заплатил. Вот вы представляете, вы что-то хотите, какую-то вещь себе, да, купить. Вы там смотрите, деньги собираете, какое-то платье, к примеру, да, шикарное, и вы его заказали в интернет-магазине, и к вам приезжает какое-то непонятно что, а вы заплатили за него 10 тысяч долларов, а там вот базарная шмотка. Вот такое примерно разочарование может быть у мужчины, тем более, когда он вкладывался. Не стоит затягивать. Но если вы его морозите 3 года, морозьте дальше. Прекрасно, пусть будет. Они перестают стараться, когда они уже вкладывались так. Потом, как правило, вы от него ничего хорошего не увидите. Я не понимаю, почему я должен содержать женщину. Пусть идет и зарабатывает. Зачем мне убыточная жена? Это ваше право абсолютно. Вы можете вообще бесплатно женщину дома у себя держать. Она еще будет вам доплачивать. Таких женщин много, и это ваше право абсолютное. Единственное, что хочу от себя добавить, пока нет публичных домов мужских, мужчины будут женщинам платить. Вот когда откроются мужские публичные дома, и женщины будут приходить туда, какого-нибудь одного мужика на двоих расписать, тогда мы будем равны. Но пока такого нет, поэтому мужчины все-таки женщин содержат. И задайте себе вопрос, почему ваш член, именно ваш, так прекрасен? Вот если она с вами кончает там 150 раз, и она рада вам доплачивать за секс, то вполне себе она и вас будет содержать. А то, что женщина должна работать, однозначно я считаю, что да, может не работать, но иметь независимый источник дохода свой, для того, чтобы этого мужика в любой момент слить и бросить. И еще одно напутствие мужчинам от меня лично. Радуйтесь, мужики, что нам, женщинам, от вас нужны деньги. Как только женщины получат материальную независимость, вы будете ходить голодные и недотраханные. Радуйтесь, что продажные женщины – это
Очень круто. Намного проще заплатить деньги, подарить подарок и получить все, чем стараться, выпендриваться, выворачивать свою душу наизнанку. Поэтому благодарите Бога, что есть продажные женщины. То, что женщины зарабатывают меньше, чем вы. Это прекрасно для вас. Найдите себе женщину, у которой достаток максимально высокий, выше вашего, и докажите ей и самому себе, что вы ей нужны. Вот тогда будете говорить о том, что вам нужна убыточная жена. Если вам не нужна убыточная жена, если вам женщина нужна как источник дохода, то вам еще рано жениться. Встречайтесь, общайтесь. Вы еще не созрели, вы еще на брак не заработали. Что это недушевленно? Кто это? Так, не поняла смысл. У вас только такая тема на стриме. Какая вам тема нужна? Я провожу темы разные. На каждом стриме разная тема, но темы все объединены в одну. Я говорю о гендерных отношениях, о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, о женщине как манипуляторе, как человеке. Вот такие темы. Если вас что-то не устраивает, вас никто не заставляет слушать. Значит, вы не моя целевая аудитория. Вы можете пойти в ТикТоке, очень много стримов сейчас проводят. Если вы за 3 года не захотели, то вряд ли вы будете счастливы. Совершенно верно, я согласна. Поверьте, что влечение половое – это важная составляющая отношений. Но опять же, смотря для чего использовать. Использовать можно, но лучше использовать мужчину того, с которым можно еще и сексом заниматься. Это более эффективно и не так противно. Почему мужчина покупал обувь, одежду, украшения, шубу, но упрекал за каждую покупку? Потому что вы позволяли ему это делать. Вот если бы он купил вам туфли, упрекнул, а вы бы взяли ему в морду, швырнули эти туфли, сказали: сука, носи сам. И ушли. Упреки бы закончились. Вот в чем ваша ошибка. Не нужно позволять упреки. Пусть купил одежду, упрекнул, пусть носит сам. Выбросили и пошли. С гордо поднятой головой. Если вы этого не можете сделать, у меня инструментов для вас нет. Выбирайте другого мужчину. Вот когда вот так это работает. Я же не говорю, что вы придете ко мне, я вас научу. Вы будете там, мужики будут падать штабелями, стелиться, дарить вам подарки, стоять в очереди с кольцами, да, на одном колене. Я этого не говорю. Я говорю о том, как обезопасить себя от мужчин каких-то абьюзивных, каких-то манипуляторов. Я говорю об этом, а не о том, что вот вы ко мне придете, и я тут вас научу прям чудеса творить. Нет, это не так. Ничего просто не бывает. Вот. И для того, чтобы эффективно манипулировать мужчинами, для того, чтобы ими управлять, нужно внутри такой стержень иметь, который не у каждой женщины есть. Вот если вы готовы такой быть, то вперед, к вашим ногам весь мир. И мужской, и вообще мир. А если нет, то и вариантов нет. Я же не говорю, что вот придете, и я тут сказочных единорогов приведу, и будет у вас счастливая жизнь, я какой-то там сделаю заговор на вас, что у вас будет счастье. Нет, я говорю о вещах элементарных и о тех, которые работают. Об этом только. У него были другие, сейчас нет, поэтому согласилась. Ну, я немножко не поняла, о чем вопрос. Наверное, предыдущий. Поймите, что любую ситуацию можно разрулить, но проще всего разруливать тогда, когда вы можете просто уйти и всех послать. Вот когда вы сможете вести себя так, что из любых отношений вы можете уйти, независимо, любите вы этого человека, материальное положение ваше ухудшится, понятно, что вы с голоду не сдохнете. Вот когда вы сможете вот просто бросать о землю эти отношения и уходить, вот тогда вы будете великой какой-то манипуляторшей.
Когда вы сможете так делать. А если вы зависите от этого мужчины, если вы без него жить не можете, вы без него с голода сдохнете, и пойти вам некуда, и вообще и сексом заниматься вы боитесь с другими мужиками, потому что вот я вот этот член один видела, и все. И он царь и бог, и вообще, ну тогда сложно. Если вы боитесь, как это так, он меня бросит, и я под забором сдохну. Ну, не будет толку никакого. Так. Мой муж ушел к маме и хотел со мной только встречаться, не вкладываясь в меня и в семью. Потому что он мог, вы ему позволили. Если он ушел к маме, пусть он с мамой живет. Значит, он к браку не готов. Если он не хочет вкладываться, но вы продолжаете с этим мужчиной отношения, то так и будет. Нужно ясно давать понять, что хочешь семью, пожалуйста, содержи там и семью, вкладывайся. А если вы ему даете без всего этого? Вот он к маме ушел и с вами встречается. Пусть встречается. Прекрасно. Перейдите в формат отношений парень-девушка. Пусть муж станет вашим бойфрендом. Только не так, что он к вам будет приходить, жрать ваши котлеты, ваш борщ и трахать вас, сунул, вынул и ушел. А пусть ухаживает, он живет с мамой, вы встречаетесь. Пусть опять начнется ваш медовый месяц, вот этот не медовый, а конфетно-букетный период. Пусть ухаживает, цветы дарит. Пусть от других мужиков вас отваживает. Вот что нужно сделать. Вот это будет эффективно. И быстренько прибежит назад жить. И быстренько все назад вернется, если только нужен ли он вам будет. Перестройте свои мозги. По-другому посмотрите на мужчин. Поймите, что вы не вы для мужчин, мужчина для вас. Намного легче жить будет. Что значит, если мужчина пишет каждый день? Боится потерять ее, это его плата. Мужчина пишет каждый день, он вас просто контролирует. Вот он вам написал, ну, привет, как дела вечером, или спокойной ночи, и ждет, ответила ты ему или не ответила. То есть у тебя там член во рту есть или нет? Потому что если есть, то ты ему не ответишь. Вот для этого он контролирует. Он это как бы, он свои угодья обходит и проверяет, все ли тёлки на месте. И пишет не только вам, пишет куче женщин. Тоже эфир сделаю обязательно на эту тему. По совету мамы подал на развод. Я ушла насовсем. Это уже не семья. Тоже я думаю, что нужно будет делать эфир про свекровь, потому что много кому она портит нервы и жизнь. Если ваш мужчина слушает советы мамы, друзей, каких-то коллег на работе, если вы для него не авторитет, поставьте этого мужчину с мамой, пусть идет. Поверьте, что есть мужчины, которые зрелые, готовые к браку, а если нет, продолжайте с ними встречаться. Все ваши самые классные отношения, все ваши эмоции радостные были когда? Были тогда, когда вы были не женаты, когда мужчина вас завоевывал и ухаживал. И если вам не нравятся цветы, подарки, ухаживание, хороший секс, встречи, то проблема только в вас. Зачем вам нужно жрать говно вот это, когда вы можете это же самое получить в другом месте, все эти плюшки мужские, без брака? Поживите для себя. Или вам нравится носки стирать, нравится это пердящее существо рядом с вами? Переоцените немного жизнь. Проанализируйте, когда вы были счастливы. Наверное, все-таки до свадьбы или хотя бы первый год вашего супружества. Может быть так? Вы поймите, что если вы не замужем, это не значит, что вы какая-то ущербная, или вы жить не можете. Есть третий вариант. У нас два варианта развития отношений. Либо ты замужем, либо ты убитая горем. А то, что у тебя может быть жизнь своя вне брака, у нас социум наш не принимает почему-то. Очень странно. Но, может быть, я кому-то мозги промою. Какая вы агрессивная? Я просто спросила Китти. Я не агрессивная. Я же не могу слышать тон вашего вопроса. Плюс поймите, сколько здесь хейта, сколько тут помоев льют. Поэтому абсолютно, если я показалась вам агрессивной, то я прошу прощения. Каждый видит себя. Я не вижу ни агрессию, а уверенную в себе женщину. Спасибо большое, мне очень приятно. Мне вообще
очень приятно то, что я получаю такой отклик, что просто поражаюсь. Я выхожу каждый раз в эфир, у меня нет модератора здесь, если в группе Telegram у меня есть девчонки-модераторы, потому что там ведутся очень активные спам-атаки, и не знаю, кто-то денег не пожалел, заплатили, атакуют постоянно мою группу, в которой эфиры проходят. И здесь модераторов нет, и это же абсолютно прямой эфир, я же не по бумажке читаю, я озвучиваю свои мысли, и это не так-то просто, на самом деле, в прямом эфире говорить, потому что ты говоришь сам с собой, по большому счету. А когда еще прилетает какой-то хейт, когда тебе пишут гадости, это намного сложнее. Это отвлекает, это, ну, какая-то мысль уходит. Поэтому мне сложно. Я абсолютно не агрессивный человек, я добрая, мягкая, пушистая. И если кому-то кажется, что это агрессия, это моя подача информации. Я общаясь на эфирах, общаясь с девчонками со своими, могу очень жестко резать. Вот прям как хирург так долбать. Но я понимаю, что если не пробить вот это вот эти розовые очки, которые надеты, то ничего не поможет. Опять же, каждому свое. Кого-то нужно жалеть, кому-то нужно говорить: ой, какая ты бедная, несчастная, какой у тебя он козел. А я могу сказать, что ты дура. Вот я могу как сказать. Я могу вот прямо хлестко показать все ошибки. И это не все принимают, не всем нравится. Очень часто у меня из группы их уходили люди из-за моей жесткости. Это не значит, что я агрессивная. Это значит только то, что я хочу доносить информацию и доношу ее как умею. Вот кому-то заходит, кому-то нет. Кто-то наоборот приходит, говорит: Оля, давай, пожалуйста, мне нужен волшебный пендель, дай мне. Вот если так приходит, все, без проблем, я только за. А если вы хотите, чтобы вас жалели, сопли вытирали, это я могу, но недолго и не бесплатно. Так. Его до сих пор штормит, не выдерживает накала эмоций. Ну, люди разные, кто-то выдерживает, кто-то не выдерживает. Он вам, может, говорит об этом, что он не выдерживает, а на самом деле все прекрасно, это просто лапша на ваши уши, и все, и больше ничего. Спасибо, мне 58 лет и услышала новый взгляд. Жаль, практиковать не на ком, да? Вы заблуждаетесь. Вы заблуждаетесь, что не на ком практиковать. У меня есть девчонки вашего возраста, прекрасно практикуют к вашим услугам. Много мужчин младше вас. Вот смотрите, какое счастье, что вы услышали меня в 58, а не в 78. Поймите, что в любом возрасте можно быть счастливой и успешной женщиной. В любом возрасте. Есть мужчины, полно их. Но вам не нужен муж, вы можете взять любовника. Вы можете взять мужчину моложе себя. Вариантов масса. Приходите на эфиры, буду очень рада. И мои эфиры для женщин любого возраста. Единственное, что мне не хотелось бы, чтобы меня слушали молодые девчонки, совсем молодые, которые не поели мужского дерьма. Вот им лучше пока покувыркаться вот в мире розовых единорогов, вот там, а потом уже, когда поедят говна мужского, тогда пусть приходят ко мне. А женщины вашего возраста, поверьте, у них есть и любовь, и секс, и все прекрасное. Не нужно себя хоронить раньше времени. Поверьте, это ваша жизнь еще не закончилась. Я рада, что хотя бы вот сейчас вы меня встретили. Есть у меня девчонки вашего возраста. Прекрасно. Прекрасно они все функционируют и управляют мужиками. Слушай, у вас самооценка взлетает на все 100. Я очень рада. Если я для кого-то, хотя бы для одной женщины в этом эфире, я для кого-то явилась мотиватором, я для кого-то, кому-то подняла самооценку, я очень от этого счастлива. Вот это вот для меня вот это лучшая награда, такие слова, потому что я понимаю, что на постсоветском пространстве у нас будут лить говно, будут лить хайп, будут гневные комментарии постоянно бросать, но даже те люди, которым нравится то, что я делаю, которым я нравлюсь, нравится то, что я говорю, они не всегда напишут доброе слово, а напишут один, наверное, я не знаю, может и 100, может и там даже меньше. Спасибо вам, Таня, большое, мне очень приятно это слышать. Даже если у женщины стержень, мужчина все равно будет ей изменять. Мужчина будет изменять женщине со стержнем, либо без, когда у него появится такая возможность. Все. По-другому никак.
Опять же, это для вас измена, а он просто член сунул. Для него это не измена. Для него это как сходить пописать или покакать. А для вас это уже трагедия. Когда вы перестроите свои мозги, будете по-другому смотреть на мир, то для вас изменой будет то, что он вас бросил без денег, и то, что он оставил детей голодными. Вот это будет изменой, а не то, что он где-то кому-то присунул. Могу уйти, я пережила развод, мне теперь не страшно. Я считаю, девчонки, все, кто пережил развод, это очень сильные люди, знаете. Я сама пережила развод, и по моей инициативе этот развод был. Но мне было так тяжело, не потому, что там любовь или я осталась без денег. Нет, у меня все было прекрасно, я твердо стояла на ногах, у меня был бизнес, у меня было жилье, машина, все было прекрасно, я хорошо выглядела, была моложе намного, чем сейчас. Но это такое потрясение все равно было для меня очень тяжелым. И мне говорили: Оля, ты такая сильная, ты молодец. И знаете, я поняла, что реально это трагедия. По уровню стресса это точно так же, как и смерть близкого человека. Несмотря на то, что никакой бы этот муж не был, но все равно у вас меняется жизнь. И всегда говорю о том, что разводиться страшно только первый раз. Вы приобретаете опыт, вы понимаете, что вы не сдохнете без мужа под забором, у вас появляется новая жизнь, любовь, мужчины, веселье, молодость приходит вторая. Лично я после развода стала более цельным человеком, более интересным. И жизнь у меня, она не закончилась, а наоборот яркими красками заиграла. И я вот всем хочу пожелать вот именно так выходить из этого состояния, потому что, и опять же, не лезть, не стремиться быстрее замуж. Я считаю, что замужество – это как срок отмотали, да, вот есть рецидивисты, которые туда лезут, ну, идите в хороший брак, не стремитесь свои, поверьте, всем на вас насрать, абсолютно всем, замужем вы, не замужем, и вы не будете ущербным человеком от того, что вы развелись. Это раньше там разведенка, все, а сейчас сплошь и рядом разводятся все. Да, вот сейчас живет с мамой, я поняла, что мне без него лучше, он вкладываться не хотел. Ну, все прекрасно, пусть живет с мамой. Ну, мужчина, живущий с мамой, это вообще не до мужчины. Это такие инфантилы. Если муж манипулирует уходом, если не рожу второго ребенка, как реагировать, если не хочу рожать? Пусть уходит, скажите, уходи. Все, и всегда соглашайтесь, всегда. Поймите, что он... Вы уверены, что он не уйдет, когда вы родите? Ответственность за детей лежит только на женщине. Пусть уходит, это манипуляция такая. Не позволяйте манипулировать. Это ужасно просто. Вот. Не поддавайтесь на эту манипуляцию. Да, про свекровь очень актуально. Ну, будет запрос, буду делать. На самом деле тем очень много, я даже не знаю, как их компоновать. Я на своем телеграм-канале выставляю опросы, какие эфиры делать. Им очень странно побеждают темы, которые, я думала, вообще никто не будет слушать, не захотят. Опять же, для вновь присоединившихся к эфиру я хочу напомнить о том, что я провожу на телеграм-канале, ссылка в описании профиля, эфиры вторник, четверг, 20:00 по Москве. Если вы хотите серьезно со мной пообщаться, задать серьезные вопросы, приходите, потому что здесь вопрос ограничен 150 символами. Опять же, вопросов много задаю, девчонки. Приходите, эфиры бесплатные, это все бесплатно. Приходите, слушайте, задавайте вопросы. Я буду очень рада новым участникам. Если я кому-то помогу, я буду очень счастлива. Когда женщина имеет стержень, мне кажется, мужчина еще больше будет на сторону посмотреть. Смотря какой мужчина. Если у женщины стержень, то, поверьте, мужчина тоже со стержнем рядом. Вам не захочется каких-то там слабых мужчин рядом с собой иметь, а сильные личности хотят таких же личностей рядом. И что, если вы думаете, если вы будете тряпкой половой, на сторону смотреть не будет? Нет, это не так. Поверьте, женщинам, уверенным в себе, самодостаточным, изменяют реже, намного реже. Вот. Поэтому, но от этого никто не застрахован. То, что вы будете послушны и без стержня, от этого вы счастливее не будете.
Ну, я не знаю, если вам доставляет удовольствие просто быть обслугой мужчины, то, конечно, стержень будет мешать. Если вы вот воспитываетесь в таком ключе, как вот мусульманские женщины, да, их там учат этому всему, это нормально, для них это норма. Вот, тогда не нужен этот стержень. Вот. Смотрите, что вы хотите. Если вы хотите быть мужской функцией, стержень будет мешать. Если вы хотите быть человеком, действительно человеком, называться человеком, тогда он должен быть. Я не знаю, это приобретенное состояние, либо это внутри, но я не хочу быть человеком без стержня. Я лучше буду одна, но чьей-то подтиркой я точно быть не хочу. Покажи котика. Котик далеко. Вы не агрессивны, а просто с достаточно жесткими границами. Да, у меня очень четко выстроены границы личные. Я их оберегаю от всех. Спасибо, что заметили. Очень приятно. Это советы во благо всем женщинам, чтобы дурами не ходили и розовые очки снимали. Да, вы абсолютно правы. Спасибо, что вы понимаете то, что я хочу донести. Единственное, что я хочу сказать, что это не всем подходит. Почему? Потому что без розовых очков жить не так просто. Это не так просто, этому тоже нужно учиться. Когда вы разбиваете розовые очки, когда вы понимаете, что мир устроен по-другому, и мужчины устроены по-другому, в этом тоже есть свои минусы. Я об этом тоже предупреждаю. Нужно учиться будет жить заново, по-другому с мужчинами коммуницировать. Но это все, эти все этапы проходят многие женщины, которые со мной уже какое-то время, и ничего страшного. Вот, если вы всегда, если вам не нравится то, что я говорю, если вам не помогает, уходите. Я же никого не держу и не заставляю, поэтому не всегда это приятно. Это как узнать то, что Деда Мороза не существует. Это больно кому-то, а кто-то нормально переносит. Вот точно так же. Но лично мне больше нравится видеть мир без розовых очков. Мне так проще жить и интереснее. Это та, которая 58. Живу в Эстонии. Они тут все отмороженные, страна маленькая, королевство маловато. Ну да, сложно. Но опять же, карантин сняли, есть границы открыты, есть итальянцы. Пожалуйста, почему нет? Есть интернет, есть сайты знакомств, вы можете найти себе там мужчину. Все в ваших руках. Не поменяйте дислокацию. В Эстонии, да, там тухляк, конечно. Согласна с вами. Скажите, пожалуйста, если мужчина в 33 года живет с мамой, то стоит с ним встречаться или бежать? Встречаться вы можете с мужчиной, который с мамой живет, но не нужно выходить за него замуж. У меня, конечно, сомнения по поводу адекватности этого мужика, который живет с мамой в 33 года. Это такие персонажи достаточно инфантильные. Мужчина все-таки в таком возрасте должен как минимум квартиру снимать. Но встречаться вы с ним можете. Вы можете любого мужчину использовать, если вы не видите в нем. Главное, не смотреть на него как на будущего мужа. А так вполне себе. Он может быть другом, вашим вибратором, может вам машину ремонтировать. Можно юзать их как угодно. С мамой он живет или не с мамой, разницы нет. Встречаться стоит, но не только с ним одним. Как вариант, один из вариантов для вашего какого-то там хоровода вокруг вас пусть будет. Очень откликается. Я была замужем уже с ребенком и очень одинокой. И только после развода стала цельной. Спасибо вам большое. Я очень рада, что я попадаю в свою целевую аудиторию, что меня слушают женщины адекватные. Знаете, на первых эфирах, на которые я выходила, мне все время: да она там не замужем, она там какая-то... Когда я озвучила, что да, я не замужем, и что теперь, то есть объясните, зачем мне это нужно, было нечего возразить. А сейчас я смотрю, моя целевая аудитория очень адекватные, думающие женщины. И я когда выходила в ТикТок, я вообще думала, что это тут здесь здесь, что здесь происходит? Какие-то толстые бабы пляшут, старые какую-то дичь несут. И я очень вообще... Я давно собиралась этот проект сделать, и мне не хватало уверенности в себе. И что меня сподвигло, это мы со своим мужчиной просто перед столом, он мне показал ТикТок, у меня даже ТикТок не был установлен на телефоне. Он говорит: почему ты боишься? Посмотри, какие там дуры, да, какие там вообще люди, что они выкладывают, что они несут, тебе хотя бы есть что сказать.
И, знаете, думала, кто это смотрит вообще, вот этот контент тиктоковский. И как оказалось, на самом деле люди изголодались вот по какому-то контенту действительно полезному, действительно, чтобы слушать. Я смотрю, вот уже эфир мой идет более 1,5 часа, и у меня большая аудитория сейчас меня слушают. И одни и те же задают вопросы. То есть я могу удержать внимание людей, и людям это интересно. И мне интересны какие-то непонятные ролики, они слушают вот это. И мне это очень приятно, то, что я нахожу аудиторию свою, и меня слушают такие же женщины, как я. Вы поймите, что вот очень плохо, у мужчин есть мужская солидарность, а у нас у женщин нет. Мы все враги друг другу. А я вам говорю о том, что я такая же, как вы. Абсолютно. Я не родилась с золотой ложкой во рту. Да, мне повезло, у меня была любящая семья полная. Но опять же, точно так же, как и вы, у меня был развод, у меня были какие-то отношения не очень хорошие. Но я же как-то вот научилась вот этому, быть счастливой, пользоваться мужиками, радоваться жизни, жить самостоятельно. Э, Хотя, конечно, не без помощи мужчин, да, там реализовываться в чем-то другом, а не в стирке носков и обслуживании пердящего существа на диване. И вы сможете это все. Я очень рада, что мои слова откликаются кому-то. Мне очень приятно. И если это все делаю не зря, то значит, я не зря вообще живу. Мне нравится ваша подача. Спасибо большое. Даже мужчины, имеющие стабильный доход и хороший заработок, экономят на женщинах, что неприятно. Но почему нет? А вы разве не экономите? Вам разве не нравится на скидках покупать что-нибудь? Не нравится платье на скидке купить? Это нормальная реакция, почему нет? Все хотят сэкономить, все, абсолютно все. И это нормально. Мне подруга недавно сказала, что нормальных мужчин ни в каком возрасте нет, их надо, наверное, переделывать. Мужиков полно нормальных, полно. Это шовинистический бред. Опять же, у меня был пост на эту тему. Если в это верите, то вы проиграли. Мужиков полно, женщин мало достойных, очень мало. И не верьте в то, что их нет. Я вот живу в маленьком городе, в небольшом. Я не молодая, не самая стройная, не самая красивая, и не самая умная, не самая статусная. И ничего, я нахожу всегда, я всегда с мужиками, всегда. У меня всегда есть мужчины. У меня нет проблем с ними. А чем вы хуже меня? И у меня нормальные мужики, поверьте. Я с пола не ем. Абсолютно. У меня все вполне себе. Ого-го, какие. Может ли женщина проявлять инициативу? Если да, то как это делать правильно? Вкратце скажу, что женская инициатива – это преступление. Вы можете проявлять инициативу только тогда, когда вы просто хотите секса и больше ничего. На следующей неделе я буду про инициативу делать эфир. Вторник, 20:00 по Москве, канал Телеграм. И буду подробно об этом говорить. Будет тема про женскую инициативу. Приходите, послушайте. Будет вам интересно и полезно. Тема очень большая, говорить можно долго. Здравствуйте, спасибо вам большое за полезный контент. Спасибо большое, мне очень приятно это слышать. Искренне вам благодарна за то, что вы мне пишете такие приятные вещи. Что делать, если со мной знакомятся только те мужчины, кто мне совсем не нравится? Тоже буду делать такой эфир. Тема большая. Вкратце скажу, что меняйте свой образ, меняйте дислокацию. Вообще растите. Это тема глубокая. Возможно, вы неправильно одеваетесь, неправильно себя ведете. Вариантов много, масса. Разбирать нужно, что и так. Которые вы попадаете. Вот все мужчины, которые на вас обращают внимание, это ваша аудитория мужская. Это ваши мужчины. Значит, нужно через эту аудиторию перепрыгнуть. Нужно изменить вплоть до того, что уехать из города, переехать в другой город. По-другому выглядеть, по-другому себя подавать, в другие места ходить. Это все решаемые вещи, но тут надо индивидуально разбирать. Самая тема мужчина-женщина всегда актуальна. Да, я тоже так считаю, что тема неисчерпаемая. Мне когда говорили, вот ты пойдешь, о чем ты будешь говорить? Я говорю, да, блин, это
тема, она вечная, никогда не иссякнет. Если бы я делала обзоры на айфоны, то, понятно, каждый год новые. А мужско-женское практически не меняется. Какие-то нюансы добавляются, эта тема всегда актуальна. Мне всегда это было интересно. И всегда было интересно разбирать вот этих персонажей, копаться в отношениях. Поэтому я думаю, что у меня материала лично у меня хватит надолго. Я думаю, что это будет, надеюсь, что это будет неисчерпаемый контент, потому что каждый эфир, на который приходят новые люди, каждая женщина приносит мне какую-то новую тему. И я понимаю, что этих тем столько, что я буду годами об этом рассказывать. Так. Мне 22, ему 30. Состоятельный человек, умный, отношения уважительные, но не молода ли я для него? Ну, почему 8 лет? Это разница прекрасная. Почему молода? Ну, он же вполне себе, я считаю, 10 лет плюс-минус туда-сюда, независимо, кто старше, мужчина или женщина, вполне себе приемлемо. Тем более он состоятельный, умный, отношения классные, прекрасно, прекрасно. Не надо копаться там, где хорошо. Для вас он же не дед старый. 30 лет, я вообще считаю, 30 лет это расцвет мужской. Мужчины красивыми становятся только после 30. Здорово, деньги, мозги, уважительные отношения. Дерзайте. Не старый совсем, никого не слушайте. Была на днях в Берлине, они там просто джентльмены. Это неправда, что не хотят платить за жизнь. Конечно, неправда. Всегда все платят. Это вот, понимаете, какой-то подхватили эту тему тот, кому выгодно. Все они платят прекрасно. Сколько у меня девчонок, я же, понимаете, вот мой круг общения, он разнообразен тем, что люди в интернете приходят из разных стран, отовсюду. Все мужики везде одинаковые. Где-то больше засоциалены, где-то меньше. Это все нормально. Платят они без проблем, никого не слушайте. С человеком полгода назад прекратили общение. Сейчас начал напоминать о себе, пишет как-то. Ну, понятно, будет писать. Ну, что, запасная дырка всегда нужна. Поймите, что они всегда возвращаются. Если бывшая девушка, бывшая женщина, это женщина, с которой уже был секс, ее легче завоевывать. Да, один раз, да, второй. Вот все, ничего там, никакой любви, ничего нет. На безрыбье и жопа соловей. Вот и все. Вы, нет баб, есть время, и хочется разнообразия, вот он вам и пишет. Грубо, но это так. Увлекает. Про фотки мои высказывает мое мнение и говорю прямо, что не собираюсь больше общаться. Не поняла немножко. Если мужчина говорит, что женщина ему очень сильно нравится, но не любит, что это значит? Ну, поймите, что это вам нужно влюбиться для того, чтобы заниматься сексом. Мужику достаточно вашей сиськи какой-нибудь правой либо левой уже для этого. Вот это и значит. Подумаешь, ну, они же трахать могут кого угодно. И вот вам нужно, вы спите с будущим мужем, с отцом детей, а они вот жопа красивая, все. Если мужчина однолюбы, да, есть. Это, как правило, мужчины не очень успешные. Это не значит, что у них там денег нет или они какие-то. Но вот, понимаете, вы для него целая женщина. Вот он никого, кроме вас, вот ему никто не давал, а тут вы. Вот это однолюбы, скорее всего. Но вообще есть, конечно же, такие социальные мужчины. Но, как правило, это сломанный мужчина. Вот это вот уже зверево мужское, он уже не зверь, а дохлый кот. Как правило, это такие. Но они могут любить одну женщину всю жизнь, но это не мешает им спать с другими женщинами. Не мешает. Ну, может любить всю жизнь одну, единственную. Но это не значит, что сексуальное разнообразие у него не будет, или он этого не хочет. Так, ну что, вопросов больше нет. Уже больше почти 2 часа мы с вами в эфире, 1:45. Спасибо вам большое, что вы пришли меня послушать. Мне очень приятно, что вы приходите. Еще раз хочу напомнить, что у меня есть YouTube-канал, на котором я выкладываю свои эфиры. У меня есть Telegram-канал в шапке профиля. Приходите. Эфиры я провожу в 20:00 по Москве, вторник, четверг. Пожалуйста, буду рада вас всех видеть. И постараюсь, не обещаю, но постараюсь. Каждое воскресенье в 8 вечера по Москве я буду делать эфиры в ТикТок.
Приходите, буду рада. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо за розочки, которые вы мне отправили. Спасибо за внимание. Хорошего вам вечера, легкой недели. Всего доброго, до встречи, пока.